Самые главные и актуальные новости дня в эфире информационной программы «Хаберлер» в студии Фадимия Сейтмамут. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Депутат Госдумы Руслан Бальбек сделал новогодний подарок Симферопольскому центру искусств. В Старом Крыму включили уличное освещение. Жители Красногвардейского района более 20 лет жалуются на отсутствие отопления. В Крымско-татарском музее презентовали сборник материалов участия крымских татар в Великой Отечественной войне. В Симферополе почтили память погибших в трагедии сожженной деревни Улу-Сала. Трехсторонние переговоры министров иностранных дел Российской Федерации, Турции и Ирана прошли в Москве. Главной темой переговоров стала ситуация в Сирии. Переговоры прошли на фоне убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Вооруженное нападение на посла Российской Федерации в Турции произошло в понедельник в Анкаре на открытии фотовыставки. МИД России назвал произошедшее терактом. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма», повлекший смерть человека. Ответственность за убийство российского посла в Турции взяла на себя террористическая организация «Фатах Аш-Шам», ранее «Джабхат ан-Нусра», запрещена в России. В соответствии с заявлением, распространенным боевиками, полицейский Мевлют Мерт Алтунташ, убивший Карлова, был членом организации. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации Андрею Карлову посмертно. Церемония прощания с послом пройдет в четверг в Москве. Крымская делегация готова отправиться в ООН с докладом, чтобы рассказать миру о том, как на самом деле живут крымчане, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он также выразил сожаление, что сегодня ООН стала площадкой для лоббирования антироссийских настроений и принятия политических мотивированных решений. Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая предусматривает мониторинг ситуации в области прав человека в Крыму. В документе осуждается ущемление прав человека, дискриминационные меры и практика отношений жителей Крыма, включая крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих другим этническим и религиозным группам. Автором проекта резолюции выступила Украина. У жителей аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района, в котором уже более 20 лет не работает система отопления, уже иссякли силы жить в холодных квартирах и ходить в валенках. В холодное время года они вынуждены отапливать свои квартиры обогревателями. Из-за этого часто болеют и маленькие дети. Тему продолжит Сабрие Халиляева. Улица Цурцумия, 4А – это адрес самого холодного многоэтажного дома Крыма. Жильцы этого дома давно уже потеряли надежду на то, что в их квартирах станет тепло. Когда дом строился изначально, система отопления была заложена неправильно. Плоды этой работы жильцы пожинают по сей день. По словам председателя дома Цурцумия 4А Зиры Куцитовой, эту проблему жители дома пытаются решить давно. Еще при украинской власти было много обращений, коллективных писем в адрес различных инстанций. Однако проблема не сдвигалась с мертвой точки. На протяжении нескольких лет, не нескольких, а больших, 20 с лишним лет, наш дом отапливается некачественно. Наши эти мытарства закончатся каким-то успехом. Возможность отремонтировать злополучную систему отопления появилась только в 2015 году, когда их дом официально включили в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2015-2016 годы. На ремонт выделили почти 600 тысяч рублей. На эти средства подрядчикам из Перми удалось поставить только узел учета и узел погодного регулирования. Но от этого в квартирах стало теплее лишь на 2 градуса. Зера Ханым рассказывает, что теперь в ее квартире 15 градусов. Однако все равно приходится ходить в валенках либо зимовать у родственников. Бригада из Перми нам обещала, так она и сделала. На пару градусов у нас поднялась температура в квартирах. Если до этого она у нас была 13 и 12, сейчас вот, слава богу, до 15 градусов поднялась. Но 15 градусов не являются санитарной нормой. Все обращения жильцов дома не остались без внимания властей. Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергей Карпов уверяет жильцов холодного дома, что необходимые ремонтные работы еще не окончены. По указу главы республики Сергея Аксенова все дома, которые находятся в аварийном состоянии, в начале следующего года будут приведены в надлежащий вид. По заданию главы республики недавно до конца года будет сформирована программа подключения домов к центральному отоплению и определен бюджет и финансирование в принципе по
этим работам. И я думаю, с Нового года эта работа начнется уже активно вестись. То есть у нас не один дом такой, у нас порядка 1000 домов по республике, где отсутствует центральное отопление. А пока жильцы дома надеются, что крымские чиновники доведут дело до конца, и в их квартирах по-настоящему будет тепло. Сабрия Халиляева, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Проблема отсутствия дорожного покрытия остается одной из самых актуальных на сегодняшний день. Экстремальное вождение – это самая мягкая характеристика того, что каждый день приходится испытывать автомобилистам Симферополя. Некоторые дороги города напоминают полосу препятствий. Пути решения проблемы узнавала наш корреспондент Султания Меджид. Из-за некачественного дорожного покрытия на некоторых участках дороги образовались рытвенные ямы. В непогоду люди не могут проехать к своим домам. Чтобы не повредить автомобили, они вынуждены объезжать этот участок дороги по зеленой зоне. Ямами на дорогах крымчан не удивить, но их количество и размеры впечатляют. Вот, например, улица Чекалова, по которой ходит 78-й маршрут. Здесь проехать практически невозможно. Эльдар Абдульвапов живет в микрорайоне Фонтаны уже 10 лет. Рассказывает, за это время дорожное покрытие ни разу не меняли. С каждым годом по этому участку дороги ездить все сложнее. Дорога здесь всегда отвратительная. Невозможно ни проехать, ни в сухую погоду, еще более-менее как-то. Но если... Сами видите, дожди, снег. Ну реально, вот мы сейчас развернулись только из-за того, что мы не могли вообще проехать отсюда. И едем, возвращаемся, чигирями поедем туда, куда нам надо. Этот кусок, он, вот сколько я здесь живу, ни разу еще его толком нормально не сделали. И вообще всю вот эту дорогу, всю эту улицу, она всегда отвратительная, невозможно по ней ездить. Евгений Волченко ежедневно с трудом преодолевает этот участок дороги. Отмечает, автомобили въезжают в рытвины по самый бампер, и выехать из них практически невозможно. Часов в 7 утра я ехал, видел, маршрутка стояла. То есть вот эту вот дорогу сегодня утром сделали, когда увидели, что маршрутка уже не может проехать. Остальные маршрутки поехали вот в объезд просто по земле. А по этой дороге, утром не могли проехать. И все машины сейчас, видите, вот они сейчас загородили, очень неправильно местные жители это сделали, потому что там реально, на летней резине там просто не проедешь. На зимней резине как-то выгребают люди, то вот так вот. Это, страшнее атомной войны. Диляра Безазиева живет на улице Чекалова. Жалуется, что из-за отсутствия дороги проезжую часть сделали из тротуара и части ее двора. Диляра пыталась перегородить въезд, но это безрезультатно. Здесь был тротуар, сделали неизвестно что. Вот, беспредел полнейший. Мы боремся как можем. До этого мы тоже боролись, оставили шины там перед своим домом. Шины начали разбрасывать и опять-таки начали проезжать. Там якобы ямы какие-то, они вследствие гололеда не могут выехать. Но это как бы не наши же проблемы, не наших детей, которые спят под окнами под таким шумом. Для разъяснения ситуации мы обратились в службу автомобильных дорог Крыма, где ответов на вопросы не получили. Затем мы связались с государственным унитарным предприятием Республики Крым-Автодор, где услышали, что за этот участок дороги их организация ответственности не несет. Ну а пока соответствующие службы решают, кто в ответе за решение данной проблемы, жители вынуждены преодолевать трудности самостоятельно. Султания Меджид, Энвер Аблязиз, телеканал Миллет. В Старом Крыму еще в одном микрорайоне включили уличное освещение. В квартале Георгиевская долина расположено около 100 дворов. По желанию местных жителей и усилиями власти проблема освещения решена. Подробности смотрите далее в сюжете. Ранним утром и поздним вечером именно по этим улицам местные жители добираются на работу, учебу, магазин. Отсутствие уличного освещения беспокоило жителей давно. Глава городской администрации Старого Крыма Григорий Балабанов совместно с коллегами к проблеме отнеслись с пониманием. По словам главы, освещение данного микрорайона – это первый лучик света, который пришел в город. Буквально год назад люди сделали просьбу такую, что добираться тяжело. Мы находимся чуть ли не на отшибе. Очень сложно. Маленькие дети, идем в садик, идем в школу. И назад, когда школьники возвращаются, когда родители пешим возвращаются, очень тяжело. Так как не освещаются улицы, людям страшно идти и темно. Было принято решение, вынесено на сессию. И изыскали средства с местного бюджета в пределах 800 тысяч. Были выполнены проектно-сметные документации и выполнена техническая работа по освещению непосредственно данного участка. Елена Асанова работает в школе учителем английского языка. Каждый день пересекая этот темный переулок, она, как и все другие жители, сталкивалась с трудностями. Особенно сложно становится зимой, ведь темнеет гораздо раньше.
Мы проживаем в поселке Агармыш уже 25 лет. И сегодня у нас вот подключили свет в поселке. Мы очень рады, потому что это была огромная проблема. Ходить было очень сложно, особенно по вечерам в темное время суток. Ну, надеемся, что этот свет будет гореть всегда. И будет это старт новым начинанием. Что кроме света будут сделаны дороги и решены еще многие вопросы. Возвращаюсь домой, пеку захъел. Ама, когда свет яна, намного легче. Председатель Старокрымского городского совета Людмила Гулящих отмечает, благодаря совместному труду получили положительный результат. Сегодня поистину большое событие для всего города. Именно в этом микрорайоне Георгиевская долина сегодня мы осуществили свою мечту, зажгли фонари. Буквально вы сами видите, что по всем улицам горят фонари. Люди, я думаю, что очень счастливы, действительно. Это далось нам, конечно, не сразу. Была инициатива главы администрации города Старый Крым. Депутатский корпус поддержал эту инициативу. И я думаю, что все было сделано правильно. И это на сегодняшний день не только это первые шаги, потому что и в дальнейшем мы планируем освещать город поэтапно. Раип Ягьяев в массиве Агармыш вблизи Старого Крыма проживает более 20 лет. Рассказывает, как только переехал, начал строить дом. Первое время пришлось жить в палатке. Однако только со временем все удобства создаются. Раип Ага признается, освещение на улицах значительно упрощает жизнь местных жителей. Поначалу, конечно, было очень трудно. Шаг за шагом мы сумели обустроиться. Сегодня у нас все есть. Мы живем на своей земле в мире и согласии. Вот и освещение провели. Это было очень важно для наших детей. Глава городской администрации Старого Крыма рассказал о планах на следующий год. В дальнейших планах у нас уже готовится, заложено на 6 проектов. Непосредственно это у нас на Красное Село и на сам город. Мы планируем повесить в городе Старый Крым в пределах еще 450-500 фонарей. Это уже где-то по 2017 год. Мы конец 2017 года планируем эту программу реализовать. А пока местные власти радуются светлым улицам поселка и надеются, что вскоре весь район будет освещен. Сабриха Лиляева, Абдулла Джаусман, Умер Мустафаев, Фадиме Сейдмамуд, Старый Крым, телеканал Миллет. Очевидцы, участники партизанского движения и общественность собрались сегодня в Симферополе, чтобы почтить память погибших в трагедии сожженной деревни Улусала, ныне Сненапная. 23 декабря 1943 года в сожженную деревню Улусала вошла группа партизан и членов деревенской общины. К тому времени деревня практически полностью сгорела. Из 102 домов удалось потушить только 8. 73 года тому назад деревня Улусала была сожжена фашистами. Тогда погибло 215 человек. О трагедии свидетельствуют архивные документы и фотографии. Осенью 1941 года Улусала была оккупирована гитлеровцами. Многие местные жители с оружием в руках боролись с врагом, как в действующей армии, так и в партизанском движении. Спустя долгие годы появилась поисковая группа «Инициатива», которая занимается поисками уроженцев села. Сегодня присутствующие почтили память погибших минутой молчания и прочитали молитву дуа. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Гостям мероприятия был представлен документальный фильм о трагедии в деревне Улусала. Очевидцы тех страшных событий поделились своими воспоминаниями. Шукри Ахтемов, уроженец села Улусала. Когда случилась трагедия, ему было 8 лет. Рассказывает, спастись от страшной трагедии его семье удалось в лесу. Там они прожили полгода. Немцы захватили наше село и сожгли его. Мы пришли, а там нет ни домов, ни села, ни еды, ничего. Мы все пережили, и голод, и холода. Очень тяжело сейчас это вспоминать. По словам председателя общественной организации «Крымский центр Инициатива» Камиля Аметова, главная цель таких мероприятий – признать 21 декабря траурным днем для всего Крыма. И вот наша большая задача в связи с тем, что мы потеряли много времени по увековечению памяти этих страшных событий Великой Отечественной войны, находясь в депортации. Сейчас мы по крупинкам собираем эти материалы. По свежим следам было легко
восстановить память, установить мемориалы и записать фамилии участников Великой Отечественной войны. Но годы идут, и старшее поколение с каждым днем становится все меньше и меньше. И собирать нам тяжело. Но, однако, я думаю, что с этой задачей мы справимся. В 1993 году в селе Улусала был установлен памятник жертвам фашистского террора. Каждый год потомки приходят к нему, чтобы почтить память погибших. В будущем жители надеются, что в Синапном появится мемориальный комплекс. Гульнара Каримова, Энвер Аблязиз, телеканал Миллет. Симферопольский центр искусств в преддверии Нового года получил подарок от депутата Государственной Думы Российской Федерации Руслана Бальбека. Здесь обучаются разные дети, в том числе свои таланты в Центре искусств раскрывают дети с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее в нашем сюжете. Школа искусств в Симферополе работает уже на протяжении 10 лет. Здесь бесплатно обучают хореографии, вокалу, акробатике, актерскому мастерству и другим направлениям. Уникальность центра в том, что здесь развиваются и дети с ограниченными возможностями здоровья. Есть специальные группы для деток глухих, для деток с синдромом Дауна, с диагнозом аутизм, ДЦП. А есть инклюзивные группы, то есть детки с особенностями занимаются вместе с обычными детьми, развиваются творчески. У нас современная хореография, акробатика, актерское мастерство, прикладное творчество, вокал. В общем, получают такое хорошее творческое развитие. Воспитанники школы искусств уже стали местными звездами. На днях получили премию в конкурсе «Преград нет» от главы республики Сергея Аксенова. Ни одно праздничное мероприятие не проходит без их участия. А в преддверии Нового года они получили самый необходимый подарок – музыкальные колонки от депутата Государственной Думы Российской Федерации Руслана Бальбека. Огромное спасибо Руслану Исмаиловичу, который для наших деток приготовил сюрприз. Вообще очень приятно, что, становясь депутатами, вот такие добрые люди не оставляют свою благотворительную деятельность, уже не сидят там в столице, а все равно переживают, волнуются за детей, которые здесь, в Крыму. И мы благодарны Бальбеку Руслану Исмаиловичу за этот подарок. Для нас колонки, хорошие колонки, это очень важно, потому что у нас параллельно в нескольких залах занимаются дети, которые не слышат. Им важен хороший звук, им важно это ощущение, вибрации, ощущения. Родители же рассказывают, школа искусств помогает обществу лучше понимать детей с ограниченными возможностями. Сами дети здесь учатся активно воспринимать окружающий мир и реализовать себя через творчество. Изменение отношения в обществе к детям с особыми потребностями. Понемножечку все-таки это есть. Это, в общем, есть изменения. То есть люди начинают понимать, что и люди с проблемами ментальными, и люди на колясках, и люди незрячие, и люди неслышащие, они такие же члены общества, как и мы, обычные люди. Мавиле Арифова и Эюб Бекиров в центр ходят с большим удовольствием. Ребята уже определились со своими увлечениями. Больше всего они любят танцевать. Мне вообще очень нравится танцы. Контент, хип-хоп. Я уже 2 раза участвовал в мюзикле. Это превосходно. Сейчас дети активно готовятся к участию в других конкурсах и фестивалях. А самое главное, у них есть цель – развивать талант и не останавливаться на достигнутом. Алимия Кайбулаева, София Шукурова, Энвер Аблязиз, телеканал Миллет. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия состоялась презентация сборника материалов первой научно-практической конференции. Участие крымских татар в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах, посвященной 70-й годовщине Победы. В сборник включены материалы научно-практической конференции «Участие крымских татар в Великой Отечественной войне 1941-1945 год», которая прошла 2 апреля 2015 года. В статьях, посвященных героям Советского Союза, участникам подпольного и партизанского движения, женщинам-фронтовикам и представителям интеллигенции, на документальных материалах рассматриваются вопросы участия крымских татар в Великой Отечественной войне и их роль и вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Мы надеемся, что на этом наша работа не будет приостановлена. Такие мероприятия необходимо проводить ежегодно. А в следующем году мы планируем создать фотокнигу, посвященную этой теме.
Финансовую поддержку в создании сборника оказал Госкомнадзор, заместитель председателя Государственного совета Ремзи Ильясов. В сборник вошли труды крымских историков, общественных деятелей и писателей. Все статьи объединены общей идеей участия крымских татар в Великой Отечественной войне. Кроме того, мы хотим поставить памятный камень из мрамора. На этом памятнике мы напишем имена людей, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Мы понимаем, что это очень кропотливый труд. На это понадобится много сил. Поэтому мы обращаемся к людям, чтобы поддержали нас и протянули руку помощи. В сборник также вошли материалы о подвиге крымско-татарских женщин, а также интересные факты об антифашистской деятельности актеров Крымско-татарского театра. Все желающие могут приобрести данный сборник в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия. Мухаммед Зикиряев, Энвер Румшевич, Адиля Топча, телеканал Миллет. На этом наш выпуск завершается. Информационный отдел продолжает следить за новостями и готовить следующие выпуски Хаберлер. Желаю вам приятного вечера. До новых встреч в эфире.